Сотрудники скорой помощи, врачи, водители, медсестры, фельдшеры. Ежедневно они спасают сотни человеческих жизней. А с недавнего времени борются со смертью в красной зоне. Без сна и отдыха, долгое время не видя собственную семью. За проявленное мужество и самоотверженность. Сегодня в зале администрация главы республики ингушских медиков награждают государственными наградами президента России Владимира Путина. Это благодарность и медаль ордена Пирогова, которую учредил президент страны летом 2020 года. Специально для работников здравоохранения и волонтеров, которые внесли большой вклад в борьбу с эпидемиями, помогали в разработке методов лечения и лекарств. Орден Пирогова носит имя хирурга, ученого и педагога, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова. То, что его удостоены ингушские врачи, которые проявили невероятную силу и профессионализм, это большая гордость для всей республики, отметил глава региона Махмут Али Калиматов. Как бы сложно ни было в нашей жизни, какие бы перипетии не были бы, и что бы ни происходило, всегда в истории отмечали и чествовали тех людей, которые своим трудом, своим здоровьем рискуя, решали те вопросы, которые стоят перед обществом. Мы хотим сегодня отметить с благодарностью и наградить тех сотрудников медицины. На них была нагрузка, и это мы должны тоже учитывать. Мы сегодня должны понимать, что болезнь еще не отступила совсем. Одной из первых медаль получает Халимат Чехкиева, врач-анестезиолог-реаниматолог Малгобекской центральной районной больницы. В реанимации женщина работает уже 18 лет. Мне пришлось с самого начала пандемии работать. Сначала в Назрановской районной больнице месяц, а потом уже, когда открыли ковид-отделение в Малгобеке, в Малгобекской больнице. Конечно, сейчас говорить о том, что это очень сложный период, это банально, об этом все знают. Да, это очень сложно. Я хотела бы пожелать всем своим коллегам, родным, близким сохранить то чувство единства и то чувство защиты рядом стоящего плеча, которое мы сумели почувствовать, прочувствовать за эту пандемию. Чтобы мы друг друга жалели, защищали, любили и дорожили каждым днем жизни, здоровыми и счастливыми. Федеральными наградами отмечена лишь малая часть врачей, которые были на передовой с момента начала пандемии. Но в их лице сегодня поблагодарили всю систему здравоохранения. Ведь один в поле не воин, считает сотрудница станции скорой помощи Малгобека Хава Бузуртанова. Хотелось бы поблагодарить нашего президента и президента Российской Федерации за то, что нас награждают. А своих коллег хотела поздравить, потому что именно в эти трудные времена мы не сдали свои позиции и полностью показали то, что мы можем, и мы можем делать нашу работу на ура. Первый период первой волны, именно когда только начало было очень трудно. На самом-то деле все боялись, не только за себя боялись, и за своих родных. Наградами удостоены не только врачи и медицинский персонал, но и водители. В их числе Мухарбек Гандалоев, водитель скорой медицинской помощи Малгобекского района. Сложная была работа. И нагрузки были, и надо было и себя беречь, и людей беречь. Работали, все знали, о людей думали, о себе думали, о близких думали. Махмут Али Калиматов отметил, что ингушским врачам удалось оперативно и достойно справиться с таким вызовом, как коронавирус. Весь год у нас была сложная ситуация. И сегодня, можно сказать, она как бы стабилизировалась, но все-таки мы расслабляться не должны. Много вопросов возникало, которые нужно было решать изначально. У нас не было инфекционной больницы. У нас недостаточно было мест, кроватей, да? Мы сорганизовали это. Мы сорганизовали и обеспечение кислородом. Обеспечили более 1000 коек. На борьбу с пандемией мы направили все, чем располагали. Каждый врач в больнице, каждая медсестра, каждая техническая сестра. Они все отдавали для того, чтобы вылечить, сберечь наших жителей.
Борьба с ковидом продолжается и по сей день, поэтому врачи и руководство региона призывают жителей не пренебрегать мерами предосторожности, носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками, пока пандемия не отступит. Список награждаемых сегодня такой большой, что церемонию разделили на две части. Если в первой свои имена нашли ордены Пирогова, то во второй награждают почетными грамотами президента России и присваивают почетные звания Республики Ингушетия. У нас все хорошие, но все-таки мы будем выбирать или предлагать награждать тех лиц, которые более успешно выполняют ту или иную свою работу на местах. И снова в центре внимания медики республики. Сразу 10 медицинским работникам Ингушетии вручили грамоты президента страны. На каждой из них стоит подпись Владимира Путина. Это признание за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и за профессионализм, проявленный при исполнении служебного долга в это нелегкое время. Я хотела бы сегодня от лица всех медицинских сотрудников, особенно от сотрудников станции скорой медицинской помощи, поблагодарить вас за столь высокую награду. 2020 год – это год не только страданий, испытаний, потерь, страха. Это еще и год, когда мы показали, что мы можем и умеем. Это еще год, когда мы показали, что мы едины. Что мы знаем, что такое сострадание, что мы знаем, что такое трудолюбие. Вручают сегодня награды и медикам из других регионов страны. Альберт Суфианов, главврач Центра нейрохирургии Тюмени, уже около 6 лет помогает нашим врачам с проведением операции по своему направлению. В 2014 году Ингушетия и Тюменский центр подписали соглашение о сотрудничестве. За это время известный врач не раз приезжал в республику и делился опытом. Также пациенты из Ингушетии выезжают в его больницу для проведения сложных операций. Сегодня Альберт Суфианов получил звание заслуженного врача республики. С огромной благодарностью принял награду из рук главы. Я понимаю, что это очень большая оценка не только моего труда, а моего коллектива, который внес огромный вклад в развитие. И наш коллектив стоял, в том числе и я, у истоков развития нейрохирургии в Республике Ингушетия. Поэтому мы приезжали сюда, знакомились с врачами, знакомились с пациентами, консультировали. Тяжелых пациентов забирали на себя. А непосредственно ваших врачей, конечно, мы обучали на своей базе. Они приезжали к нам, обучали их высоким технологиям, тиражировали, для того, чтобы высокотехнологичная медицинская помощь по специальности нейрохирургии была доступна жителям Республики Ингушетия. Получили свои заслуженные звания и работники культуры. Среди них солисты ансамбля песни и пляски войск Нацгвардии. Я счастлив присутствовать среди вас. С Республикой Ингушетия меня лично и наш ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации связывает долгий творческий путь. И я думаю, что это только начало. Юрий Беркати, Вахов, Кошин, Ханса. Не обошли стороной и работников сферы образования. Мария Картуева – учитель ингушского языка и литературы средней школы Кантышева. Вот уже почти полвека она преподает, а также пишет стихи. Последние из них она представила на суд зрителей. Очень, вот просто слов нет. Я очень благодарна нашему главе. Словами не передать, вот радости нет предела. За один только день свои награды и звания получили около сотни работников различных сфер республики. Кроме обозначенных, также были награждены спасатели республики, юристы и работники транспортной сферы. Амина Бокова, Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.